Поправки в 71-ю статью Российской Конституции, их еще называют IT-поправками, требуют современные реалии. Когда 27 лет назад была принята действующая редакция основного закона страны, в нашей жизни еще не было таких понятий, как интернет, социальные сети, блогер, новые медиа. В этом плане, кстати, безнадежно устарел и закон о СМИ, принятый еще в 91-м, но по которому журналисты работают до сих пор, отмечает член Общественной палаты России Александр Малькевич. Этот пробел нужно исправлять. И мы, по сути, должны говорить о том, что вслед за принятием этой поправки в Конституцию появятся новые законы, значит, подзаконные акты, нормативные, которые разовьют эти понятия именно с точки зрения защиты цифровых прав наших с вами. Вслед за этим мы дойдем обязательно и до того, чтобы в школах появился предмет интернет-гигиены, информационной безопасности. По-разному можно называть, причем учить этому нужно не только детей, но и взрослых. Пандемия, затронувшая весь мир, наглядно показала, человечество не защищено от информационного вируса, объясняет эксперт. И это гораздо опаснее того же ковида. От него нет вакцины. Кибермошенники активизировались именно в условиях пандемии. Интернет-пользователям предлагали приобрести электронные пропуска, пытались оштрафовать за нарушение режима самоизоляции, продавали вакцины, волшебные таблетки от коронавируса. Поэтому людей надо учить, как защищать свои цифровые права. Как правильно даже в Конституции отражено про оборот персональных данных. Нужно ставить заслон вот этому спам-обзвонам в том числе. Мы же все с этим сталкивались, когда нам звонит телефон и говорят там: Иван Иванович, значит, мы вам предлагаем такие-то, такие-то, значит, услуги, вы можете воспользоваться этим. Откуда у них все наши данные? Почему наша личная информация путешествует по мировым каким-то там компьютерным сетям, а мы не понимаем вообще, что со всем этим делать? Люди должны понимать, те цифровые следы, которые все мы оставляем, это двойная опасность. Через социальные сети и мессенджеры утекают приватные фотографии, аудио и видеозаписи. И надо учить с детских лет правильно пользоваться глобальной сетью, смотреть, где и какие галочки нужно отключать в пользовательских соглашениях. Неосторожное поведение в сети может повлиять на будущую жизнь и карьеру человека. Информация, она стала просто частью нашей жизни, соответственно, мы это должны были закрепить. С другой стороны, еще раз скажу, что абсолютно правильно, что информация – это ресурс, это возможность человеческая, но с другой стороны, это и ответственность. Насколько сегодня зачастую мы легко пользуемся, как модно говорится, фейками, вбрасываем это. Я, к сожалению, вот Александр опять же сказал об цифровой гигиене, я даже своим родителям объясняю. Уважаемые дорогие мои родители, 80% информации в интернет, в сети интернет, это та информация, которую или надо перепроверить, или попросту не верить. И вот этой вот ответственности его не хватает. Поэтому вот благодаря закреплению в 71-й статье мы получаем право на информацию, с другой стороны ответственность, и в-третьих, в пункте М говорится о ее безопасности. Она однозначно должна быть безопасна. Между тем, жителей республики волнует, не нарушает ли данная поправка право на свободу слова и не будет ли вновь введена цензура. Те же соцсети, Facebook, Twitter, ну и так далее, они периодически то блокируют каких-то людей, то там как-то редактируют их страницы. Поэтому цензура, в принципе, она существует и сейчас. Как раз вот эти вот законные акты, которые должны быть приняты в развитии строчки в Конституции, они как раз должны упорядочить эту вещь. Безусловно, сегодня каждый человек находится в зоне цифрового риска. После принятия Конституции появятся законы, которые нашу онлайн-жизнь смогут защитить, в том числе от травли в интернете, клеветы и угрозы убийством. Сейчас это пока никак не регулируется. Елена Кононова, телеканал Юрган.